В эфире Канарского телевидения информационный выпуск «Вести недели». В студии Полина Андреева. Здравствуйте. В администрации города Канаша прошло заседание собрания депутатов 7-го созыва. В рамках совещания было рассмотрено 7 вопросов повестки дня. Подробнее в нашем репортаже. На заседании присутствовали глава Канаша Андрей Константинов, заместитель главы, начальник отдела имущественных и земельных отношений Николай Белов, руководители управлений и отделов администрации города и другие. В процессе заседания были рассмотрены следующие вопросы: об утверждении положения муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организации обязательств по строительству и реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения в городе Канаш и ряд других вопросов. Предлагается к утверждению проект положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. Данный порядок у нас утверждается в целях реализации 248 федерального закона. Предметом муниципального автодорожного контроля будет являться соблюдение юрлицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в области автомобильных дорог, дорожной деятельности, эксплуатация объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования, к осуществлению работ по капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных дорожных сооружений на них и установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города. Также данным положением предлагается определить виды профилактических мероприятий. Это информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит. Расписано подробно каждый вид данного контроля, в каких формах он у нас может осуществляться. Это инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование. Также утверждены ключевые показатели, их целевые назначения. Данное положение у нас прошло оценку регулирующего воздействия. В рамках проведения публичных консультаций у нас поступили предложения, замечания с Министерства экономического развития и от Министерства транспорта. Все замечания были учтены, и проект был доработан согласно предложенным замечаниям. Заключение с Канашской межрайонной прокуратуры также на данный проект у нас имеется. Предлагаю утвердить данный порядок. Коллеги, пожалуйста, вопросы докладчика. Замечаний, дополнений нет. Также бы хотел отметить, Илья Анатольевна сказал уже, есть заключение прокуратуры о том, что замечаний нет. И есть заключение Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. Также о том, что отсутствует продолжение и замечания к данному проекту. Коллеги, если нет вопросов, ставлю на голосование. Голосуем. Кто за? Против? Воздержались? Таковых нет. Решение принято единогласно. Основной повесткой собрания стало изменение бюджета города Канаш на 2022-2023 год. По окончании заседания по всем вопросам депутатами были приняты решения, которые поддержаны единогласным голосованием. Нужно отметить, что на заседании приняты всесторонние меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Сегодня в городе Канаш состоялось очередное собрание депутатов 7-го созыва. Рассмотрена повестка дня из 7 вопросов, и самым важным вопросом, самым главным вопросом – это изменение в бюджет города Канаш на плановые 22-23 года. Все изменения собранием депутатов приняты, бюджет утвержден. Еще раз повторюсь, наш бюджет является самым главным документом города Канаш. Рената Сагдеева, Владислав Васильев, Вести недели. В Центре развития движения города Канаша прошло новогоднее мероприятие для детей с ограниченными возможностями. Праздник был организован в рамках благотворительного проекта «Мастерская жизни». Подробнее далее. Инициатором благотворительного мероприятия выступила Чувашская региональная общественная организация «Мир добра». Она берет начало с 2014 года и на протяжении 7 лет содействует в решении социальных проблем семьи и человека. В организации активно ведутся благотворительные проекты для всех людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Главная цель, которую преследует организация «Мир добра» – это оказание социальной помощи и защиты малообеспеченным слоям населения, сиротам и людям с ограниченными способностями. В центре движения проходит
предновогодний благотворительный праздник для детей с инвалидностью, а также для их братишек и сестричек, для их мам и пап в рамках проекта «Мастерская жизни». И наша сегодня встреча – это как раз один из моментов мастерской жизни. Сегодня будет мастер-класс для детей, они будут сегодня творить. И также здесь будет шоу мыльных пузырей, придут в гости Снегурочка, Дед Мороз, и детей мы будем сегодня поздравлять. Сегодня будет радость, торжество, чаепитие и вручение сладких новогодних подарков детям. Татьяна – мама солнечной девочки Ани. У Ани множество интересов. Одно из них – настольный теннис. Во всероссийских соревнованиях девочка заняла призовое 2-е место. Мы, в общем, очень рады. Я, как мама, очень довольна своей дочкой. Другой дочки мне не надо. Я ей благодарна Богу, что именно такую дочку Он подарил мне. А мы сегодня очень рады побывать здесь, на этом празднике, и благодарны организации «Мир добра» за то, что устроили этот праздник и пригласили нас на него. Это время, наверное, и возможность, чтобы и дети могли пообщаться с друг другом, и взрослые могли друг друга увидеть, пообщаться. В общем, приятное времяпровождение. Готовимся к встрече Нового года. Мероприятие было насыщено событиями. Были проведены интересные мастер-классы, красочные представления и даже шоу мыльных пузырей. Настоящим сюрпризом для детей стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Главные персонажи Нового года поздравили детей и порадовали сладкими подарками. Полина Андреева, Владислав Васильев, «Вести недели». Их подвиг не будет забыт. Указом главы Чувашской Республики 2021 год посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. С этой важной темой в рамках отчетного концерта выступили учащиеся музыкальной школы города Канаша. Сегодня в нашей школе праздник. Сегодня состоится отчетный концерт, который посвящен году строителей Сурского и Казанского рубежей. Своим трудом, своим творчеством наши дети таким образом дают дань поколению, которое стояло на защите нашей Родины. В нашей республике много в этом году делалось и говорилось об этом подвиге. Делается все, чтобы в сердцах и умах и взрослых, и детей этот подвиг звучал как настоящий подвиг. Я вам напомню фразу известного нашего военачальника Георгия Константиновича Жукова: «Победа куется в тылу». Так вот, этим тихим, незаметным в масштабах всей Великой Отечественной войны и Второй мировой войны подвигом чувашский народ вошел в историю. Давайте об этом помнить всегда, говорить об этом нашим детям. Честно говоря, мы многие, я в том числе, узнали об этом благодаря вот этому указу нашего главы, и это хорошо. Чем мы, музыканты, можем прославить это? Только своим творчеством и своим трудом. Историю народа важно помнить и отражать в творчестве. Поэтесса Светлана Рассадникова и преподаватель музыкальной школы Алла Коровина создали песни, прославляющие героев оборонительных рубежей. Приглашенные гости концерта впервые услышали произведение в исполнении хора «Солнышко». В рамках отчетного концерта приняли участие дети всех классов. Выступили лауреаты и дипломат 11-го республиканского форума «Одаренные дети Чувашии». В организованном научно-методическим отделом Чувашского государственного института культуры и искусств конкурсе учащиеся достойно показывали свои умения. Талантливым ребятам были вручены дипломы и кубки. Полина Андреева, Владислав Васильев, «Вести недели». На этом наш выпуск завершен. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч!